Ассаламу алейкум ва рахматуллахи та'аля ва баракатух. Дорогие мои братья, давайте сегодня попытаемся представить себе руки пророка, алейхиссалату вассалам. Какими были руки пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Руки пророка, саллаллаху алейхи вассалям, как передают многие асхабы, радийаллаху анхум, ладонь пророка, алейхиссалату вассалям, была широкой, большая рука. Пальцы были полные. И какой бы она ни была большой, рука пророка, алейхиссалату вассалям, асхабы его описывают, что она была, говорит, нежнее, мягче. Кожа пророка, рука пророка, говорит, была мягче любого шелка. Послушайте хадисы пророка, алейхиссалату вассалям. Приводится, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, пальцы, говорит, были большими, полными. Значит, локти были, суставы были крупными. وَقَدْ مَسَحَ صلى الله عليه وسلم خد جابر بن سمرة. Однажды, говорит, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, провел, говорит, своей рукою по щеке Джабир ибн Самурата. فَوَجَدْتُ لِبَيَدِهِ بَرْدًا وَرِيحًا. Джабир, радийаллаху анху, говорит, и когда, говорит, по моей щеке провел свою руку посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, я, говорит, почувствовал на своей щеке прохладу и прочувствовал, говорит, приятный запах, запах благовония. كأنما أخرجها من جونة عطار. Где находились благовония, как будто оттуда только что вытащил свою руку посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, вот такой, говорит, запах я почувствовал. Хадис приводит имам Муслим. Также приводит Ваиль ибн Худжр. Ваиль ибн Худжр говорит, я, говорит, был из тех, кто пожимал руку посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Моя кожа прикасалась к коже пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Даже спустя некоторое время, после того, как Расулуллах прикоснулся ко мне, еще после этого, говорит, я ощущал это прикосновение от прекрасного запаха, который, говорит, оставалось на моей руке от прикосновения посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И воистину, говорит, запах благовония руки пророка, алейхиссалату вассалам, был, говорит, более прекрасным, чем запах миска. Также рассказывает Язид ибн аль-Асвад, говорит, наваляни Расулуллах, саллаллаху алейхи вассалям, ядаху, фаидха хия абраду мин ал-тхальджи, ва атьябу рихан мин аль-миски. Раваху аль-Байхаки. Приводит Язид ибн аль-Асвад. Однажды, говорит, мне протянул свою руку посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Рука пророка, саллаллаху алейхи вассалям, была, говорит, прохладнее. Аль-Барад, это приводится как снег, как лед. Прохладнее льда и прекраснее запахом, нежели чем запах благовония миска. Имам Бухари, рахимахуллах, приводит от Анаса, радийаллаху анху. Анас, радийаллаху анху, говорит, «Ма масисту хариран, валя дибаджан альяна мин каффи Расулиллах, саллаллаху алейхи вассалям». Я, говорит, никогда не прикасался ни дибаджу, ни хариру. Дибадж и харир – это два вида шелка. Шелк сам по себе считается очень мягким, нежным материалом. И Анас говорит, я, говорит, этим любым видом шелка, говорит, я не прикасался, кроме как ладонь, рука посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, была, говорит, мягче любого шелка. Вместе с тем, что рука посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, была крупной, пальцы. Но вместе с этим эта крупная, большая рука пророка, алейхиссалату вассалям, была мягче, нежнее любого нежного шелка. Саллаллаху алейхи вассалям. Ибн Батталь, рахимахуллах, приводит и говорит, «Канат каффуху, саллаллаху алейхи вассалям, мумталиатан лахман, гайра аннаха ма'a дахаматиха канат лайина». Ибн Батталь говорит, рука, говорит, пророка, алейхиссалату вассалям, вместе с тем, что она была полной, большой, крупной, вместе с этим, говорит, она была очень нежной, очень мягкой. Муаз, радийаллаху анху, приводит, говорит, «Радафани Расулуллах, саллаллаху алейхи вассалям, хальфаху фи сафарин, фама масисту шай'ан катту альяна мин джильдихи, саллаллаху алейхи вассалям». Раваху ат-Табарани валь-Баззар.
Муад ибн Джабаль, ради Аллаху анху, говорит, я, говорит, однажды вместе с пророком, алейхиссалату вассалам, когда мы находились в одном сафари, сел, говорит, за спиной пророка на лошади. Или лошадь, или верблюд. Я, говорит, сел за спиной пророка, алейхиссалату вассалам, на животном, и моя кожа, говорит, прикоснулась к коже пророка, алейхиссалату вассалам. Я, говорит, никогда в жизни не прикасался, говорит, ни к чему нежнее кожи пророка, алейхиссалату вассалам. Аид ибн Амр, этот сподвижник, в день битвы при Хунайне, он получил ранение. От этого ранения потекла кровь по лицу Амра, Аид ибн Амра. И также эта кровь потекла на его грудь. И сам Расулуллах, саллаллаху алейхи вассалям, своей рукой, говорит, очищал с лица Аид ибн Амра кровь из лица, из груди. После того, как Расулуллах, саллаллаху алейхи вассалям, убрал его кровь, сделал ему дуа, попросил у Аллаха бараката для него. Имеется в виду след руки пророка, который прошелся по его лицу, по его, значит, груди, оставила, говорит, след, она, говорит, была белым. Арабы же бывают немного смуглые, но то место, куда, говорит, прикоснулся Расулуллах, как, значит, лошади, которые черная лошадь, у них бывает белое пятно на лбу. Вот подобно этой лошади, говорит, на лице Аида, говорит, остался, говорит, белый след после того, как к нему прикоснулся Расулуллах, саллаллаху алейхи вассалям. Хадис приводит имам Хаким и другие. Также Расулуллах, саллаллаху алейхи вассалям, однажды, говорит, провел своей рукою по голове Абу Суфьяна, ради Аллаху анху. И каждый волосок, по которой прошлась рука посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, по голове Абу Суфьяна, этот волос, говорит, остался черным. То место, где Расулуллах не прикоснулся, было седым. А то место, куда, значит, коснулась рука пророка, алейхиссалату вассалам, из головы Абу Суфьяна, это место, говорит, осталось черным, волосы были черными, не было на этих волосах седины. Этот хадис приводит имам Бухари. Приводится также от Аби Зайд аль-Ансари. قال مسح عليه الصلاة والسلام بيده على رأسه ولحيته. Однажды, говорит, Расулуллах, саллаллаху алейхи вассалям, провел, говорит, своей рукой по моей голове и по моей бороде. И посланник Аллаха сказал, делал дуа, Аллахумма джаммильху. Аллах, сделай его красивым, сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям. И тот, кто передает от Аби Зайда аль-Ансария, он говорит, поистине, говорит, возраст этого Зайда достиг 100 с чем-то лет, на его бороде, на его голове не было ни одного седого волоса. Он остался таким же гладкокожим, без морщин, каким он, говорит, был молодым, вот таким, говорит, он выглядел, когда ему исполнилось 100 с чем-то лет. Ни одной седой, значит, седины, седого волоса на голове, бороде не было, из-за того, что Расулуллах провел своей рукой по его голове, по его бороде и сделал дуа, сказал, Аллах, ты укрась его, сделай красивым его, о Аллах. Хадис приводит имам Аль-Байхаки. Поэтому, дорогие мои братья, из этих хадисов, которые мы сегодня услышали, мы узнали, каким была прекрасная рука пророка, саллаллаху алейхи вассалям, какой она была мягкой, какой она была благоуханной. И Расулуллах, саллаллаху алейхи вассалям, когда прикасался к человеку, какой след, какой баракат оставался от этого прикосновения. Просим у Аллаха, джалля джалалуху, искренней большой любви к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Просим Аллаха, чтобы Аллах нас собрал вместе с ним в раю Фирдаус а'ля, его маджлисах, по соседству с ним. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.